коллеги, мы действительно провели второй форум оружейников России с 18 по 21 сентября. У нас была достаточно насыщенная деловая программа. Помимо форума оружейников мы проводили первый раз в России ИЧР-конференцию для предприятий оборонно-промышленного комплекса вместе с коллегами из Академии Ростеха. Мы проводили всероссийскую панельную дискуссию по развитию промышленного туризма. Ну и отдельно также хотел бы сказать спасибо Геннадию Ивановичу Кудрявцеву за то, что мы провели еще и выездное заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, также в рамках форума оружейников 18 сентября. Для жителей и гостей Удмуртии у нас работала выставка продукции заводов, уже традиционная. В этом году место ее было перенесено на набережную Ижевского пруда. Но вот на фотографии вы видите ажиотаж, который был среди жителей Ижевска. У нас более 25 тысяч посетило выставку за все время ее проведения. Так как мероприятия были массовые, их было достаточно много, я бы хотел присоединиться к благодарности Александра Леонидовича, нашим коллегам из силовых органов за обеспечение порядка и безопасности. У нас не было, по моей информации, ни одного крупного эксцесса за время проведения всех деловых мероприятий. Всего более 1000 участников у нас приняло участие, 200 предприятий оборонно-промышленного комплекса и почти 500 предприятий промышленности из более чем 30 регионов России. То есть Ижевск действительно закрепил за собой место, где теперь, я надеюсь, ежегодно будет проводиться форум оружейников России, на который будет съезжаться вся страна. 18 сентября у нас были дискуссии и мастер-классы по 3 направлениям. Это производительность труда, конверсия в оборонно-промышленном комплексе, промышленный дизайн и новые технологии. 19 сентября у нас прошло пленарное заседание, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну и министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров в честь Дня оружейника вручил 11 ведомственных наград заслуженным оружейникам наших промышленных предприятий. Также мы первый раз показали трейлер биографической ленты «Калашников». Напомню, мероприятие форума оружейников – это центральное мероприятие во всероссийском плане празднования столетия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Как я уже сказал, параллельно с форумом оружейников у нас проходила первая всероссийская конференция для директоров по персоналу предприятий оборонно-промышленного комплекса вместе с коллегами из Академии Ростеха. Она у нас 20 сентября закончилась, но и закончилась она награждением победителей конкурса лучших HR-практик от предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы вот с коллегами общались после мероприятия, есть желание, Александр Ильич, в следующем году это мероприятие повторить и также повторить его в городе Ижевск в рамках празднования форума оружейников. Ну и я присоединяюсь также к словам Александра Леонидовича, хотел бы сказать большое спасибо всем нашим предприятиям оборонно-промышленного комплекса, всем 12. Действительно, мы сработали все вместе как одна команда, чувствовалась ваша поддержка и финансовая, и организационная, и контентная, потому что вы выступали на площадках форума, мы дали возможность выступить 2 нашим предприятиям на пленарном заседании форума оружейников. Ну и, в общем-то, здесь мы также сработали как одна команда в части использования площадок форума для привлечения к вам новых клиентов и новых партнеров. Мы посчитали, за время проведения форума мы провели более 70 встреч тет-а-тет. Наши предприятия, потенциальные будущие поставщики либо заказчики в этой части форум также становится площадкой не только полезной в части контента, но и полезной в части новых заказов и выпуска новой продукции для наших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Я думаю, что через несколько месяцев подведем итоги этих переговоров уже в суммах поставок и также сможем отдельно доложить. Доклад окончен. Я добавлю еще некоторую информацию. Хотел бы поблагодарить главу госкорпорации Роскосмос Михаила Ильича Рогозина. У нас очень динамично с ним развиваются отношения. Буквально за 2,5 месяца с момента первой встречи до 19 числа мы уже провели такой огромный объем работы. Все это конвертировалось в вполне конкретные результаты. Так, одному из наших предприятий заплатили, собственно, по контракту задолженность 300 миллионов рублей. Но самое важное происходило, собственно, 18-19 сентября. Значит, Рогозин посетил и Воткинский завод, и, насколько я понимаю, Аксион Холдинг, да, Леонид Ильич, и Ижевский радиозавод. Мы уже знаем о некоторых
планах госкорпорации. Ну и чуть позже я покажу небольшой видеосюжет. Мы подписали важное соглашение с Роскосмосом о создании такой космической, как бы можно сказать, лаборатории на платформе технопарка Академия Калашникова. Также хочу отметить, что мы очень качественно отработали повестку с Павлом Анатольевичем Левинским. Как результат у нас есть одно решение, чуть позже мы его озвучим, оно точно про экономику, про новые рабочие места. Мы доложили с главой Россетей о нашем опыте. Напомню, что за год мы консолидировали электросетевое хозяйство больше, чем на 80%. В первую очередь это ижевские электрические сети, это воткинские электрические сети. Доложили подробно президенту, получили высокую оценку, одобрение. Все это вы видели в сюжетах новостных. Я считаю, что это очень большое дело, но самое важное, что через такие проекты у нас есть возможность и привлекать дополнительные инвестиции, и реализовывать новые проекты. С 10 по 11 октября, Алексей Михайлович, у Левинского Павла Анатольевича есть желание сюда пригласить и провести выездную комиссию профильную Государственной Думы по энергетике. Это порядка 18 депутатов Госдумы будут здесь, поэтому давайте вместе подготовимся. Мы еще и эту повестку за собой закрепляем. Ну и, как сказал Александр, у нас помимо, что называется, торжественной части и разных праздничных мероприятий, мы, конечно же, преследуем главную цель форума. Это привлечение инвестиций, реализация новых совместных или отдельных проектов на территории республики. Я считаю, что у нас это получается, поэтому форум нам нужен, наверное, в первую очередь все-таки как такой инструмент и площадку для новых наших перспектив и новых проектов. Спасибо. Присаживайтесь. Ну и никакой, праздник без праздничных мероприятий не может обойтись. Этот год был по-настоящему особенным. И сейчас Сергей Витальевич Смирнов доложит, чем же мы радовали жителей. Спасибо, Александр Владимирович. Кратко действительно о праздничных мероприятиях. В этом году, в год столетнего юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова, празднование Дня оружейника проходило с 18 по 22 сентября. День оружейника открылся возложением цветов бюстом Михаила Тимофеевича Калашникова и Дмитрия Федоровича Устинова. Особенно важно, что рядом с именитыми оружейниками, гостями праздника и официальными лицами стояли кадеты-росгвардейцы 7 классов города, принявших в этот день присягу. Также в рамках празднования состоялся парад «Кадет». Участие в нем приняло 2000 воспитанников. В рамках праздничной программы на открытых площадках города работало несколько тематических площадок. Это интерактивная театрализованная программа «Виват. Оружейники», рассказывающая об истории создания оружейного завода. Открытый конкурс по стрельбе из пневматического оружия, военно-патриотическая акция «Удмуртия защищает» с проведением различных мастер-классов, турниров по сборке, разборке автомата и концерт с участием воспитанников военно-патриотических объединений «Навеки с Россией». Каждый желающий смог увидеть выставку военной техники и ретро-автомобилей. Впервые в выставочном формате был представлен арктический ТОР от завода «Купол». Особое внимание в рамках празднования было уделено нашим ветеранам-оружейникам, а также неизвестным героям ежедневного заводского труда. Так, вечером 19 сентября ветераны-оружейники и сотрудники оборонных предприятий смогли увидеть выступление академического ансамбля «Песни и пляски» войск Национальной гвардии России под управлением Виктора Елисеева. А за неделю до праздника художники театра «Ле Партизанс» запустили мультижанровый проект «Просто оружейники». Проект является продолжением проекта прошлого года «Первые оружейники», когда на фасадах зданий музеев появились огромные изображения первых оружейников-кафтанщиков. А в этом году внимание обращено к сегодняшнему дню, к оружейникам, которые продолжают традиции оружейного мастерства в данный момент. Этими людьми стали Ионов Виктор Петрович, почетный гражданин Удмуртии, прошедший путь от мастера до директора оружейного производства «Ижмаш», Заберов Роман, молодой талантливый гравер, работающий на концерте Калашников, а также семейная династия оружейников Чаузовых.
Также в субботу вечером театр «Ле Партизанс» провел инсталляцию «Просто оружейники». Это было живое выступление актеров театра и диджея в цифровых декорациях высотой с пятиэтажный дом, архитектурный 3D-мэппинг в стиле техноиндустрии. Актеры под современную электронную музыку прочитали стихи современных поэтов, посвященные рабочим оружейникам. День оружейника, конечно, стал и праздником спорта. Второй раз уже проходит хоккейный турнир среди детско-юношеских команд, носящих имя Калашникова. Участие в турнире принимает 81 команда. Это 1500 участников от 7 до 18 лет. Турнир начался с матча мечты. 15 ребят-победителей и призеров прошлогоднего турнира отчаянно сражались за победу на льду с чемпионом мира Антоном Курьяновым и чемпионом России Евгением Хацеем. Компанию профессиональным хоккеистам составили хоккеисты-любители сборной российских артистов. Все школьные команды по всей республике получили от партнеров форму, коньки и клюшки. Помимо этого, 21 сентября прошел турнир по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест» с участием знаменитых биатлонистов Ивана Черезова, Дмитрия Малышко, Ольги Зайцевой, Екатерины Юрловой-Перт, Александра Легкова. Участниками соревнований стало 300 человек. Проведение турнира в городе на стадионе «Динамо» дало возможность большему количеству ижевчан стать зрителями турнира. Их количество в сравнении с прошлым годом увеличилось в 10 раз и составило более 3000 человек, а по данным МВД за весь день зрителями стало 15 тысяч человек. Думаю, что у нас всех еще свежи впечатления от субботнего выступления самолета Су-35 под управлением командира звена «Соколов России», который принял решение о единоличном участии в авиашоу над Ижевском, несмотря на грозовой фронт в Пермском крае и угрозы для всех экипажев самолета Су-35. Зрителями шоу стало порядка 100 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем в 2017 году. Финалом праздника непосредственно в День оружейника стал праздничный концерт, который посмотрел более 20 тысяч человек. Для ижевцев выступили Александр Маршал, Марина Хлебникова, Юлия Михальчик и, конечно, группа «Любэ». Специально для концерта была написана песня «День оружейника». Исполнил ее наш удмуртский рэп-исполнитель Богдан Анфиногенов. Отдельно хотел поблагодарить за содействие в организации концерта фонд «Сафмар», компанию «Нефтиса» и «Белкамнефть». Но нельзя не сказать о том, что к Дню оружейника завершилась реконструкция центральной площади, а также при поддержке Сбербанка был запущен новый мультимедийный светомузыкальный фонтан. В заключение хотелось бы отметить, что в этом году уже 8-я годовщина празднования Дня оружейника. Указ об установлении профессионального праздника Дня оружейника был издан в 2011 году. Но масштабно это событие стало отмечаться только в 2018 году, а уже в 2019 году Ижевск становится федеральной площадкой для всероссийского празднования Дня оружейника. И я думаю, что все причастные к празднику почувствовали, что отношение к Дню оружейника, как и в Удмуртии, меняется. Доклад закончен. Да, Сергей Витальевич, спасибо. Обращу свое внимание на такие мероприятия, которые уже повторяются. Второй раз мы организуем Кубок Калашникова по хоккею среди детей. Я настоятельно рекомендую, расписание посмотрите и найти время зайти на матчи. Вот это того стоит. Эти эмоции ребят, родителей, это вот те самые наши действенные меры, которые, собственно, и лежат в плоскости решения проблем с наркоманией, с алкоголизмом и так далее, и так далее. Мы должны создавать вот такие инструменты, такие возможности для детей, для самореализации, для самовыражения. Это не только в спорте, безусловно, и во всех остальных направлениях. Культура, искусство, театр. Завтра мы награждаем, к слову, победителей «Театральное Приволжье», театрального конкурса. Начинается наш конкурс. Поэтому просьба, находите время и поддерживайте своим вниманием, а то у нас, как на предыдущем аппаратном совещании говорил, да, разрезать ленточку, очередь и слова говорить. А вот так прийти на матч, поболеть за пацанов или на спектакль сходить, желающих мало. Понятно, там камер немного, в газете не напечатают, но это важно, поверьте. Я в этой связи хочу Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву еще раз сказать слова благодарности, поскольку он тоже поучаствовал 2-й год подряд в празднованиях, это касается концерта, и непосредственно Кубок Калашникова по хоккею
для ребят. Это вот тот элемент нашей большой трехлетней программы по развитию детского хоккея. Вы знаете, что мы в этом году уже и в начале следующего года завершаем большой проект в Можге, современный ледовый дворец. Помимо этого в Сигаево возник такой крытый лед, строят, значит, в Камбарке. Ну и еще много-много у нас планов. Вы знаете, что мы реализуем сейчас совместный проект с концерном Калашников. Это оператор любительских стартов Калашников Спорт. Было подписано в рамках также форума важное для нас соглашение с Промсвязьбанком. Петру Михайловичу Фродкову тоже слова благодарности. Теперь Промсвязьбанк поддерживает Федерацию лыжных гонок, Федерацию биатлона и Калашников Спорт. Вот первое, так сказать, соревнование было как раз уже под патронатом нашего партнера. Это действительно важно. Мы стали интересными с точки зрения проведения наших мероприятий для рынка, для крупных компаний. Собственно, это, с одной стороны, добавляет с точки зрения финансов поддержку нашим федерациям и мероприятиям, с другой стороны, немножко разгружает бюджет, что тоже очень важно. Да, спасибо, Сергей Витальевич, прошу, присаживайтесь. Я еще несколько комментариев. Вы все, в принципе, услышали по всему объему наших мероприятий, очень достойный. Конечно, центральная площадь. Несмотря на многое-многое и на много желающих, чтобы это не состоялось, мы все-таки это сделали. Вот вчера мы уже с известным блогером Ильей Варламовым ходили по центральной площади. Ну, первое, если убрать так, в межсезонье, то сделали действительно в кратчайшие сроки. Много еще, что нужно будет по плану доделать, важные объекты, но это, конечно, уже совершенно другой объект. Такой изюминкой, украшением центральной площади стал фонтан. Это было личное решение Германа Оскаровича Грефа, и я благодарен ему за то, что это дополнительные финансовые средства, причем очень значительные. Ну, вы, если кто-то был на площади, видите, что там происходит. Для меня была полная неожиданность, что вчера, собственно, холодно было, дети бегают вокруг этих, ну, в смысле, через эти. Да, поэтому Грефу, Герману Оскаровичу, большое спасибо. Ну и мы все это делали в режиме подвига и в прошлом году, и в этом году. Стоят конкретные люди, строители. Это те, кто и в выходной, и в дождь, и в мороз, и делал. Ну и хочу сейчас поблагодарить директора компании «Дельта Строй», которая, собственно, реализовала проект, и вручить благодарность Александру Викторовичу Чабыкину. Он здесь? Давай. У нас после аппаратки будет совещание, на котором мы уже будем в другом настроении, потому что у него еще очень много объектов, крайне важных для республики. И там в очередной раз надо будет делать, собственно, подвиг. Вкратце, наверное, по Дню оружейника все. Давайте посмотрим короткий ролик, который финализирует все это. Я очень рад приветствовать в Ижевске, в одном из исторических прославленных центров оборонной промышленности страны, участников и гостей второго форума оружейников России. Среди плеяда выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место, конечно, принадлежит Михаилу Тимофеевичу Калашникову, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества. Убежден, созданное им вооружение и в будущем еще многие десятилетия будет надежно служить России, нашим солдатам и офицерам. А отечественная, блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, да всю свою жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми молодыми талантами. Эта техника, она позволяет вам раскрыться, то есть вам она позволит и туда пойти, туда и туда. Какие классы? Готовы к принятию управления электроснабжением города Ижевска с нового диспетчерского пункта подтверждаю. Как я уже сказал, 251 школа, 235 детских садов, 127 медных объектов, 54. И такой уровень четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нам нужно обязательно сохранить и укрепить. Это в полной мере касается и взаимодействия между Министерством обороны и организациями ОПК, которое сегодня действительно выстраивается как партнерство в интересах общего дела. Мы сделаем еще одну часть эспланаду. Так же, как и ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК. И в заключение еще раз поздравляю ветеранов отрасли, всех вас и ваших коллег с праздником. Благодарю за ответственное, добросовестное отношение к делу. И желаю, безусловно, вам новых и больших успехов в интересах России. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Ну вот, как-то так. Я еще раз забыл отметить, поздравляю предприятие «Купол». Большой контракт, 100 миллиардов рублей. Поздравляю заводчан. Фамилия Газисовича Зиединова. Вы видели, в присутствии президента подписан контракт. Ну, в общем, праздники закончились, наступают трудовые будни. Как я говорил, успехом надо жить ровно минуту. Это в первую очередь относится к команде, к строителям, к дорожникам. Мы очень хотим научиться строить четко в график, да, Игорь? Пока не получается. Мы взяли на себя очень большие обязательства. Объем государственных контрактов в сфере строительства, он беспрецедентный, но и, и очень жесткие сроки. Поэтому давайте сейчас про дороги. В ходе реализации в Удмуртской республике программ по ремонту и строительству автомобильных дорог Семенов Ярослав Владимирович, председатель правительства, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый Сергей Валентинович, Алексей Михайлович, уважаемые коллеги. Развитие автодорожной сети нашей республики как один из главных инструментов достижения стратегических целей, обозначенных главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, находится на особом контроле всех уровней республиканской власти. Напомню, уважаемые коллеги, в целях развития республики и повышения уровня жизни наших граждан мы реализуем несколько проектов и программ, которые вы видите на слайде. Часть из них финансируется при помощи федерального бюджета, часть только на республиканские средства. Но самый важный, конечно, в первую очередь из-за объемов финансирования, это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как вы знаете, в рамках проекта увеличивается доля городских и республиканских дорог, находящихся в нормативном состоянии, снижается количество дорог, работающих в режиме перегрузки, и, безусловно, самое важное направление – снижается смертность на дорогах. За 6 лет
нам с вами необходимо в 4 раза сократить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий с 13 до 4 человек на 100 тысяч населения в год. Теперь о способах реализации поставленных нацпроектом задач. Проект делится на 3 основных направления, которые в свою очередь являются региональными проектами: дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность дорожного движения. Кратко доложу о каждом из них. Проект «Дорожная сеть» направлен преимущественно на восстановление и развитие автомобильных дорог. В этом году в рамках проекта реализовано 88 объектов, в том числе, как вы можете видеть на слайде, светофоры, комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, освещение на региональных трассах и, самое главное, ремонт 79 участков общей протяженностью 134,5 километра. Несмотря на то, что неблагоприятные условия сопровождали нас практически весь дорожный сезон, все мероприятия, предусмотренные контрактами, на текущий момент завершены. Остались некоторые объекты, на которых ведутся работы по выполнению дополнительных объемов, которые стали возможны в результате экономии, которая образовалась в процессе ремонтов дорог. Подчеркну, дождливая погода повлияла на сроки, но ни в коем случае не на качество выполненных работ. Все контрольные мероприятия, которые были предусмотрены нормативными документами и 5-ступенчатой системой контроля работ, выявлены в полном объеме. Да, в ходе сезона были недостатки, они выявлялись. В качестве примера можно привести дорога Ува-Вавош, где подрядчик отфрезеровал и заново переустроил покрытие на довольно протяженном участке. Следующий пример – улица 1 мая в Воткинске. Из-за несоответствия толщины фактически уложенного слоя толщине, заявленной в документации, подрядчику также за свой счет пришлось переделать этот участок. Случаев неустранения или несвоевременного устранения замечаний не отмечено. И также, уважаемые коллеги, напомню, что в течение 4 лет распространяется гарантия. Все недостатки будут устраняться подрядчиками за свой счет. Следующий региональный проект – общесистемные меры развития дорожного хозяйства. Финансируемый полностью из республиканского бюджета, проект нацелен на развитие системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Напомню, в начале года мы планировали установить 5 таких комплексов, в итоге мы будем иметь к концу года 9 новых рубежей контроля. 3 из них в Ижевске, по одному в Можге и Сарапуле и остальные на загородных трассах. Статистика управления ГИБДД МВД по нашей республике говорит, что мы идем в правильном направлении. По итогам прошлого года количество ДТП в местах установки камер снизилось по сравнению с 2017 на 12,2%, количество пострадавших, получивших травмы, на 21%. Но нужно понимать, что главное достоинство автоматической фиксации нарушений не в сиюминутном эффекте снижения количества ДТП в зоне действия камеры. Комплексы фото-видеофиксации формируют принципиально иную законопослушную модель поведения на дороге. И поэтому нами разработан план развития этой системы до 2021 года. Объем финансирования составит 235 миллионов рублей, и согласно плану ежегодно на дорогах республики будут устанавливаться до 25 рубежей контроля, места установки которых в обязательном порядке согласуются с коллегами из нашего министерства. Наконец, последний проект в рамках БКАДа – это безопасность дорожного движения. Также осуществляется за счет средств Удмуртской республики, 12,9 миллионов направляется. Эти средства распределены между Министерствами здравоохранения и Министерством образования и науки. Не все мероприятия, которые реализуются в рамках этого проекта, требуют финансирования. В частности, с начала года организовано порядка 560 пропагандистских мероприятий: «Жизнь дороги с пешки», «Уроки дорожной безопасности», «Студенческий десант» и другие. Буквально в минувшую пятницу состоялся финал республиканского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Участие в нем приняли 19 команд из всей республики. С января в школах республики прошло более 1500 так называемых уроков безопасности. 300 раз сотрудники ГИБДД выступали на родительских собраниях. Результат, в том числе этих мероприятий, вы можете видеть на слайде. Следующее направление – строительство сельских дорог. Это федеральная целевая программа, как вы знаете, несколько лет уже Удмуртия в ней участвует. В этом году у нас будет реконструировано 11 сельских дорог общей протяженностью 71 километр. В настоящее время все 11 объектов находятся в работе. На всех участках выполнен перенос коммуникаций, завершается устройство водопропускных труб, приступили к дорожной одежде. Первая дорога
Дебеса Шаркан-Такагурт запланировано к вводу в эксплуатацию 25 сентября. Показатели следующего года также приведены на слайде. Так называемые непроектные мероприятия. Это 4 больших социально значимых объекта, которые мы выполняем полностью за счет средств республиканского бюджета. Объем финансирования 474 миллионов рублей. Перечень вы видите на сайте. В настоящий момент, Александр Владимирович, на всех объектах ведутся работы. Общее выполнение 21%. 10 октября, первая сдача, объект Ижевского станция «Апостол». И, наконец, самый непростой, пожалуй, проект – опорный план дорожной деятельности. Республиканская программа по восстановлению непроезжих дорог. Общий объем ассигнований бюджета 712 миллионов рублей. За счет этих средств предполагается выполнить ремонт 23 участков межмуниципальных и местных дорог общей протяженностью 117 километров. В настоящий момент 5 участков дорог уже отремонтированы и сданы, 16 находятся в работе, на остальных 2 ведется заготовка материалов. И если подводить итог, предварительный итог дорожного сезона этого года, то именно на этот проект «Опорный план дорожной деятельности» неблагоприятные условия оказали самое серьезное влияние, поскольку на всех объектах требуется выполнение большого объема земляных работ, а грунты были сильно переувлажнены, поэтому сейчас этому объекту придается самое пристальное внимание. И сейчас необходимо наши усилия сконцентрировать именно на завершении начатых программ, при этом, безусловно, неукоснительно соблюдать требования качества выполняемых работ. Доклад окончил. Спасибо. Ярослав Владимирович, давайте тогда в сухом остатке. Наше обязательство перед Министерством дорожного транспорта России выполнены, мы закончили объекты, есть еще объекты, которые по проекту безопасной и качественной автомобильной дороги и по другим проектам комплексного развития сельских территорий еще не выполнены. По безопасным качественным автомобильным дорогам все работы выполнены, все работы принимаются, остались небольшие, но это дополнительные средства, это не в рамках обязательств перед федеральным бюджетом. Да. Что касается федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий, там работы еще продолжаются, у нас время есть, контракты это позволяют, будем надеяться, что погода в дальнейшем… Мне текст «будем надеяться», он меня не устраивает. Должен быть четкий план, когда какой участок дороги у нас сдается. Мы для этого проводим совещания, у нас здесь камеры, онлайн, потому что этого ожидают люди. Мы можем надеяться сколько угодно, мне нужны сроки. Смотрите, что происходит. У нас были ожидания, собственно, по паспорту того или иного объекта, да, к определенной дате. Мы это зафиксировали. В силу объективных причин, дожди и так далее, мы не успели к этому времени. Понятно. Когда мы его сдаем? Тот или иной участок. Есть план по каждому объекту, понедельный график, ежесуточное выполнение докладывается. Ярослав Я вам сегодня представлю… Сегодня должны были на аппаратном совещании об этом доложить. Это первое. И второе. Надо честно говорить, что вот в силу этих же обстоятельств мы не успеем в этом году сделать ремонт на таких-то объектах. Потому что хуже всего затягивание. Вот, допустим, Болезино, Сергино, где Новоайдарский? Какая у нас там ситуация? Мы приступили. Какой там объем работы? 13,8. Насколько вероятность, что мы закончим, и если закончим, то когда, какому сроку? На сегодняшний день я не могу сказать вообще. Где у нас министр, Алексей Ильич? До конца ноября. Мне намыв, вот эти технические вещи мне не нужны. Давайте, это у нас же не производственное совещание. Но Сергина ждут. И предприниматель ждет, и мы это уже 3-й заход у нас. В 2017 году мы с ним встречались, в 2018 году, Так точно. в этом году. Еще раз, вот это важно. Потом у нас есть Якшурбуде, Старые Зяцы. Могу дальше. Я вас вот о чем прошу. И, соответственно, Ярослав Иванович, министерство должно проинформировать и главы районов. Не успеваем, так и сказать. Но потом просто будет похоже на обман, вот на уши там
Если мы, я так понимаю, что мы как планировали реконструировать Болезино-Сергино, не сможем, да, только опять мы снова закрываем только поддержание. Или же это реконструкция? Это реконструкция. Нет, полностью обеспечение проезда. Понятно. У меня просьба, хорошо, все присаживайтесь, Ярослав Ильич, у меня просьба. Если мы на аппаратном, это не отчетно-выборное, перевыборное и так далее. Если мы о чем-то докладываем, давайте конкретику. Если безопасной, качественной автомобильной дороги, все участки мы закончили, идет приемка, понятно. Если устойчивое развитие сельских территорий мы закончили, идет приемка, понятно. Если не закончили, какие участки, какому сроку? Мы же уже, собственно, в глубокой осени, да? Если мы по нашему проекту, по непроезжим дорогам, у нас же это исчерпывающий перечень, давайте их на картинку, на слайд, и четко, чтобы люди понимали. Ну зачем мы вот сейчас говорим про какие-то процессные вещи, что мы надеемся, что мы концентрируемся, что самое пристальное внимание, не надо это социально одобряемые фразы в 10 раз повторять. Мне нужна конкретика, и людям нужна конкретика. Поэтому переформатируйте свои доклады, что касается строительства. Дмитрий Николаевич, а вас это касается по поводу ремонтных работ по социальным объектам и по поводу строительства иных объектов. Конкретика. Услышали меня? Услышал. Присаживайтесь. Спасибо. Давайте. Кратко, у нас еще два вопроса. Организация работы министерств по проведению конкурсных процедур для реализации национальных проектов в 2020 году. Евдокимов Станислав Петрович, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, 5 августа 2019 года председателем правительства Удмуртской республики Ярославом Владимировичем Семеновым была подписана дорожная карта. Согласно плану мероприятий министерства и ведомства и муниципалитеты до конца года должны провести работу по заключению государственных контрактов по всем реализуемым на нашей территории национальным проектам. Однако на сегодняшний момент первый пункт плана, то есть подачу заявок в Министерство финансов на изменение закона о бюджете, выполнили только 4 министерства. Это Миндортранс, Минсоцтруда, Министерство культуры и Минздрав. И отсюда у меня напрашивается вывод, что сотрудники министерств недостаточно оценили важность вот этой работы по своевременной контрактации реализации национальных проектов. На сегодняшний день законодательством созданы все условия для того, чтобы до начала 2020 года провести торги в дежурном режиме, а не в режиме подвига. И особенно это важно в тех случаях, когда идет передача средств на бюджеты муниципалитетов. Следующий слайд, пожалуйста, покажите. На слайде мы провели небольшой анализ реализуемых национальных проектов. И из слайда видно, что более 2 миллиардов рублей расходов у нас на сегодняшний момент не включены в проект бюджета. Соответственно, по ним нельзя проводить процедуры. Поэтому, коллеги, я прошу вас лично взять на контроль вот эти моменты, чтобы мы в октябрьскую сессию все необходимые документы подготовили и внесли. И также подобный же механизм я предлагаю распространить не только на нас проекты, но и на те направления, где есть софинансирование из федерального бюджета. То есть как только вы в системе электронный бюджет парафировали соглашение, необходимо сразу подавать заявку в Министерство финансов и включать это в плановый период бюджета 2020-2021 годов и проводить, соответственно, торги. Коротко у меня все, Александр Владимирович. Спасибо за внимание. Ну, спасибо. Мы почему вынесли на аппаратное совещание, чтобы вам, коллеги, я к правительству обращаюсь и главам муниципалитетов, чтобы вам не казалось, что это такой текущий рабочий вопрос. Вот у нас 27 числа Антон Геннадьевич Силанов будет очередное совещание проводить по нацпроектам. Одним из вопросов будет это, собственно, исполнение, ну, так называемая касса, исполнение бюджета. Деньги доводятся, а у нас по каким-то причинам там, мы не успели подготовить документацию, значит, вовремя не объявить конкурс и так далее, и так далее. Еще раз хочу сказать, причин, вот та ситуация, которая в таблице была, значит, по многим вопросам вопиющая причина, не может быть. Значит, тогда уже в рабочем порядке, Петрович, а еще раз
еще раз разжевать и довести до ответственных, значит, в министерствах и муниципалитетах наших людей, как нужно работать, и четко зафиксировать, соответственно, срок исполнения. Если он не исполняется, ну, надо переходить, соответственно, к каким-то другим мерам воздействия. Говорим об этом не в первый раз. Какие-то есть министерства, которым нет вопросов, своевременно сделать, у каких-то еще конь не валялся, как говорится. Хорошо, присаживайтесь. Далее, об осенней призывной кампании 2019 года в Удмуртской республике. Комлев Александр Георгиевич, военный комиссар Удмуртской республики. Пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники аппаратного совещания, с 1 октября начинается осенняя призывная кампания. Ну, наверное, повторюсь, чтобы прошлогодний режим подвига не совершать, несколько слов о весне. Норма весенней кампании составила для республики 1203 человека. Вместе с тем республика недопоставила войска 53 водителя автомобилей, заменив их на призывников, не имеющих такой специальности. Таким образом, отправив в армию в целом на 3 человека больше, чем установленная норма, качество призывников не соответствовало заданию. На начало весенней призывной кампании количество граждан, которые не были оповещены на мероприятие призыва, составило 5175 человек. В период проведения кампании совместными усилиями при поддержке органов местного самоуправления, правоохранительных органов было разыскано 1727 человек. Это те, кто долго разыскиваются. Несмотря на принимаемые меры, по итогам призывной кампании каждый 3-й призывник, подлежащий вызову на призывные комиссии, не получил повестку и не явился в военный комиссариат. По окончании призыва количество неоповещенных граждан составило 3903 человека. Основное их количество проживает в столице республики. Еще несколько дней назад Удмуртия принимала делегации на мероприятиях, посвященных Дню оружейника. В ноябре нам предстоит принимать гостей в честь празднования столетия легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Наша республика славится на весь мир как кузница оружия. При этом регион, имеющий огромный потенциал в военно-патриотическом воспитании молодежи, уже на протяжении 6 лет остается на лидирующих позициях среди других регионов нашего федерального округа, да и России, наверное, в целом, по количеству граждан, не оповещенных на мероприятие призыва. На осеннюю кампанию штаб Центрального военного округа для нашей республики установил норму 1451 человек. Кроме того, нам необходимо отправить в войска 197 ребят, имеющих удостоверение на право управления транспортным средством категории С, Д и Е. Из них только 60 человек готовятся в ДСАФ, остальных 137 из числа подготовленных в образовательных организациях среднего профессионального образования. В весенний призыв из 144 ребят, обучающихся на последних курсах образовательных организаций среднего профессионального образования и подлежащих призыву на военную службу в текущем году, только 50 человек сдали экзамены в ГИБДД. 48 из них были направлены для прохождения службы по призыву, и 2 человека ушли служить по контракту. 32 человека, не сдавших экзамены в ГИБДД с первого раза, будут их сдавать повторно и подлежать направлению на военную службу в текущую призывную кампанию. Исходя из вышеизложенного, считаю, что основные усилия в предстоящей призывной кампании необходимо сосредоточить на оповещении всех граждан, подлежащих вызову на мероприятие призыва. В данном случае мы сможем выявить ребят, имеющих необходимую военно-учетную специальность, и выполнить установленную норму призыва граждан на военную службу, как по количеству, так и по качеству. Самое главное – обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, предусмотренной федеральным законом номер 53 ФЗ от 1998 года. У меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Да, Александр Георгиевич, спасибо. Мы не случайно вынесли этот вопрос на обсуждение в формате аппаратного совещания, потому что он действительно крайне важный. И, Ярослав Владимирович, в еженедельном формате, пожалуйста, по субботам
с точки зрения взаимодействия с главами и их командами этот вопрос на контроль, чтобы у нас действительно, как не получилось в прошлом году, значит, мы как ошпаренные начинаем какие-то меры. И при этом, что важно, что вот, ну, видимо, какая-то у нас такой вирус, что мы можем только в режиме подвига работать, коллеги. Ну, намного комфортнее, когда планируешь и в плановом режиме те или иные мероприятия, действия проводишь. Ведь что получилось? Что в силу, вернее, как результат тех наших экстренных мер, мы ситуацию поправили, да? Полностью выполнили. Ну так а зачем? То есть где-то мы в процессе, значит, не дорабатываем. И так по очень многим направлениям. И действительно, тот уровень военно-патриотического воспитания, количество кадетских классов, значит, классов Росгвардии, те мероприятия, которые мы проводим, площадки, я уже не беру Воткинский кадетский, значит, корпус, но на нас равняются и отмечают, что один из лучших, так сказать, опытов, да, в этом направлении. И мы будем его поддерживать и будем продвигать. И вот здесь такой диссонанс. Это, на мой взгляд, исключительно операционная работа. Необходимо обратить внимание. Спасибо. 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 Присаживайтесь. Сергей Валентинович, важное сообщение по тем мероприятиям, которые проводит ПФО, полпредство. Расскажите. Да, в развитии тех вопросов, которые сегодня были рассмотрены, ну, команды Удмуртии, представители Удмуртии участвуют в различного рода мероприятиях в рамках Приволжского федерального округа. Ну и каждый успех, он вносит в копилку в поднятие имиджа республики, узнаваемости республики. И хочу вот довести до сведения. В городе Саранске закончился опять конкурс «Успешная семья Приволжья». И семья из Удмуртии, семья русских была награждена дипломом первой степени. Это очень приятно для Удмуртии. Я думаю, что можно этой семье поаплодировать. Напомню, кто не знает, у них 11 детей, 9 из которых приемные. Ну и вот то, что Александр Григорьевич сказал, развитие темы патриотизма, подготовки для службы в армии, как всегда, успешно выступил Зорницев Поволжья 2019 состоялась, и команда Удмуртского кадетского корпуса заняла почетное второе место среди 14 команд Приволжского федерального округа. Я тоже думаю, можно поаплодировать. Действительно важная информация. Коллеги, будем завершать. Есть очень важное объявление. С сегодняшнего дня мы объявляем о старте второго республиканского конкурса «Команда Удмуртии». Его задача – это создание сообщества активных профессионалов, способных эффективно решать экономические и социальные задачи региона. Новый конкурс пройдет в несколько этапов. Заочный тур, который стартует с 23 сентября, включает в себя выполнение тестовых заданий разной направленности, там, психологическое тестирование, там, решение управленческих задач и так далее. Далее очный полуфинал пройдет в Воткинске 1 и 2 ноября. И финальный этап, который проходит на площадке партнеров и включает в себя решение проектных задач, в том числе формирование проектной команды. Сам непосредственно финал пройдет в Ижевске в середине декабря. Отмечу партнеров. Конкурс — это завод «Аксион», «Купол», концерн «Калашников», «Автозавод», Сарапульский электрогенераторный завод, «Комос», Ижевский радиозавод, ЧМЗ, Сбербанк, Ишкомбанк, Промсвязьбанк, Быстробанк, компания «Леруа Мерлен», «Элма», ЦВТ, «Доктор Плюс» и «Медицея». Для нас крайне важно провести этот конкурс, поскольку мы, помимо текущих задач, которые перед нами стоят в социально-экономической плоскости, мы еще должны не забывать о том, что нам нужно формировать ту самую скамейку запасных и управленческий резерв, который будет готов конкурировать за руководящие позиции. Ну, иными словами, должны привлекать и в муниципальное, и в государственное управление, управление государственными активами лучших
Вот этот конкурс как раз про выявление и поддержку лучших. Ну и традиционно будем заканчивать поздравлением с днем рождения. 14 сентября Сергей Николаевич Коновалов, глава города Глазов. Поздравим. Ну и 20 сентября Анатолий Иванович Строгов. Где? Анатолий Иванович в этот важный день принял для себя решение, что через год он пробежит марафон и переплывет Волгу. Вот так, видите? Коллеги, спасибо. Работали.